Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минздрав России принимает меры, чтобы не допустить дефицита лекарственных препаратов. Уже прошли переговоры с производителями и поставщиками лекарств. Напомним, что из-за новой методики Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках лекарств были сорваны госзакупки жизненно важных препаратов. В первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое. В ведомстве проанализировали причины увеличения количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарств в субъектах. При закупках препаратов для медицинского применения предусмотрено использование референтной цены. При этом данная норма сейчас не применяется из-за необходимости доработки по результатам правоприменительной практики. Неисполнение в ряде регионов России федерального проекта «Старшее поколение», входящее в состав нацпроекта «Демография», связано с длительным заключением контрактов на проведение мероприятий. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда. При этом в федеральном ведомстве отметили, что рост показателей нацпроекта в вопросе профессионального обучения людей предпенсионного возраста. Ранее председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду России проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта «Старшее поколение». В частности, не исполняется проект в Дагестане и Ингушетии. Низкие показатели были отмечены в Карелии, Якутии, Чувашии, Архангельской, Калининградской областях. Тем временем Общероссийский народный фронт предлагает Минтруду инициировать поправки в законодательство, которые бы позволили россиянам, работающим штатно, временно выполнять обязанности удаленно. В частности, общественники предлагают ввести в Трудовой кодекс понятие «временная удаленная работа». Это позволит защитить права сотрудников, которые периодически работают, не приезжая в офис, по устной договоренности с руководителем. Авторы предложения считают, что этот режим нужно регулировать письменным соглашением сторон. Правительство Якутии разрабатывает дополнительные меры поддержки для снижения уровня бедности. В первую очередь региональный Кабмин рассматривает меры поддержки для сельского населения, многодетных семей и жителей арктической зоны республики. Сейчас рабочей группой формируется реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума, а также проводится анализ причин и факторов бедности в регионе. Отмечается, что работа по снижению уровня бедности в Якутии проводится по указу президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года и указа главы Якутии о стратегических направлениях социально-экономического развития Якутии. Якутия вошла в пятерку регионов России с самым большим количеством врачей. Такие данные содержатся в статистическом сборнике Минздрава Российской Федерации за 2018 год. На первом месте по обеспеченности врачами на 10 тысяч населения находится Чукотский автономный округ. На втором месте Санкт-Петербург. На третьем Магаданская область. Четвертую строчку рейтинга заняла Республика Северная Осетия. На пятом месте расположились Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Саха-Якутия. Минздрав отмечает наименьшее число врачей в Курганской, Владимирской и Псковской областях, Чеченской республике и Еврейской автономной области. Согласно статистике, в стране трудится почти 549 тысяч врачей, из них более 390 тысяч – женщины. В сельской местности работают более 54 тысяч медиков. Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гаялом посетит Дальний Восток в преддверии 5-го Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В этом году Индия станет страной-гостем форума, а премьер-министр Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя. 12 августа в кампусе ДВФУ пройдет пленарное заседание в рамках деловой миссии. На повестке вопросы, касаемые российско-индийского сотрудничества, в частности, угольная промышленность Камчатки, проекты в сфере нефтегазохимии на Сахалине, потенциал сельского хозяйства в Амурской области, проекты деревообрабатывающей отрасли в Хабаровском крае и сотрудничество в алмазогранильной отрасли с Якутией, а также развитие туризма с Бурятией. По итогам обсуждений планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами. Это были новости экономики. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.